В эфире прогноз недели на Тукаскопе ТВ. Со мной на линии Клаус Вистесен, главный экономист по еврозоне в Пантеон Макроэкономикс, для обсуждения главных экономических событий этой недели. В эту среду мы узнаем показатель ВВП Британии. Что вы ожидаете? Я, по сути, не ожидаю ничего непредвиденного. Показатель, скорее всего, будет сильным, годовых 3%. Ключевой характерной чертой британской экономики сейчас является сильный рост. Это отличает Британию от других стран Европейского Союза. Я думаю, что показатель ВВП это подтвердит. Экономика Британии намного устойчивее сейчас, чем экономика еврозоны. Это также, тем не менее, хорошо влияет и на еврозону, поскольку Британия масштабно закупает товары в еврозоне. В Британии же наоборот. Существует обеспокоенность тем, как повлияет слабая экономика еврозоны на внутреннюю экономику страны. А вот еврозоне рост экономики Британии помогает в плане экспорта. Так, я ожидаю сильный показатель роста, увеличение индекса частного потребления. Единственный незначительный момент – это привлечение капитала, но он не скажется на показателе ВВП. Что еще сильно может повлиять на рынок на этой неделе? Эта неделя будет довольно тихой в плане событий экономики. В США, например, будут вообще индейку фаршировать в середине недели. Но по Европе мы узнаем несколько показателей. Во-первых, это цифры притока капитала на рынке, которые будут опубликованы в четверг. Это важный опережающий индикатор, на него следует обратить особое внимание. Во-вторых, это данные по уровню инфляции в еврозоне, за которыми рынки будут тщательно следить. Дело в том, что от этого показателя многое зависит. В некотором смысле влиять будут низкие цены на энергетику. Но ЕЦБ сейчас выражает обеспокоенность низким уровнем инфляции. На прошлой неделе Марио Драги ясно дал понять, что его волнует больше показатель инфляции, чем волатильность. Влияющим фактором здесь является низкий уровень спроса. И это первый раз, когда мистер Драги выражает свою обеспокоенность именно этим фактором. Так, рынки будут сосредоточены на показателе инфляции в Германии в четверг и еврозоны в пятницу. Плюс в четверг мы узнаем сводку показателей сентимента. Также нужно помнить о цифрах частного потребления и розничных продаж во Франции и Германии в пятницу. Эти цифры станут первыми данными уже за четвертый квартал. Поэтому любопытно будет увидеть, как это соотнесется с показателями сентимента, которые пока положительны. Клаус, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, с новостями мира и экономики следите с Тукаскопе ТВ.